Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Бадыр Гунба провел заседание Совета Безопасности по итогам массированной атаки беспилотников по территории Российской Федерации в непосредственной близости от государственной границы Абхазии. Постсоветская Абхазия, безопасность и перспективы существования. Круглый стол провел в столице Центр социально-экономических исследований. Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага, прошел накануне на площади у Абхазского драмтеатра. Сочи прошлой ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. 2 женщины погибли в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата на улице Авиационной в Адлере, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Ранее краевой оперштаб сообщал, что обломки упали на территорию гаражного кооператива, вспыхнул пожар. Обломки еще одного дрона упали на территорию нефтебазы. Более 50 рейсов на вылет и прилет в аэропорт Сочи были задержаны. В результате атаки пострадали 11 человек, 4 госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, уточнил Кондратьев. Пролет одного из дронов зафиксировали над границей с Абхазией. Минобороны России сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников, 21 из них над Черным морем, 7 над Краснодарским краем. Президент Бадыр Гунба провел заседание Совета Безопасности в связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов по территории Российской Федерации в непосредственной близости от государственной границы Абхазии. Также зафиксировано нарушение воздушного пространства Абхазии несколькими дронами. Глава государства выслушал информацию руководителей силовых структур по данному факту. Бадыр Гунба поручил Минобороны и Службе государственной безопасности усилить взаимодействие с погрануправлением ФСБ России в Абхазии и 7-й военной базой Минобороны Российской Федерации по предотвращению подобных ситуаций. На заседании Совета Безопасности обсуждался вопрос обеспечения во взаимодействии с российскими коллегами надежной защиты критической инфраструктуры Абхазии. Пассажирский самолет Ан-24 разбился в нескольких километрах от аэропорта города Тында в Амурской области. На борту, по официальным данным, находились 48 человек. Все они, по сообщению спасателей, погибли. Президент Абхазии Бадыр Гунба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Амурской области. В телеграмме соболезнования, в частности, отмечается: «Выражаю вам и всему народу Российской Федерации искренние соболезнования в связи с ужасной трагедией. Мы разделяем боль с теми, кто потерял родных и близких, и желаем им крепости духа и сил в этот тяжелый час». Конец цитаты. Постсоветская Абхазия, безопасность и перспективы существования. Так называется круглый стол, который провел в столице Центр социально-экономических исследований. Предполагается обсуждение вопросов изменения социальной структуры абхазского общества, динамики уровня и качества жизни населения, влияния идеологии и культуры, перспективы безопасного существования современной Абхазии. Приглашены депутаты, руководители государственных структур, ученые, представители общественной палаты и предпринимательского сообщества. После распада Советского Союза все еще продолжаются трансформационные процессы, которые сопровождаются сложными и масштабными последствиями для Абхазии. Чтобы обсудить, как эти процессы влияют на становление абхазского государства, какие действия необходимо предпринять для обеспечения экономической, демографической, политической и физической безопасности, Центр социально-экономических исследований и собрал за круглым столом ученых, общественных деятелей, политиков, предпринимателей и чиновников. По словам главы Центра Олега Домени, основным фактором выживания для абхазов и в XIX веке, и в период 2 мировых войн, во время Отечественной войны народа Абхазии и в настоящее время стала Россия и ее особенное отношение к культурам народов, с которыми ей довелось соприкасаться. Россия довольно уникальная страна, которая федерируется не только по территориальным признакам, но и по признакам культурной идентичности. Она расширила свою территорию не только и не столько силой оружия, как, скажем, англосаксы, плавильный тигр, сколько силой культуры,
Русская культура устремлена не к растворению в себе других культур, а к общению и соразвитию с ними. В общении, в соразвитии с русским миром заинтересованы и мы. Сергей Шамбо уверен, что все политические процессы, которые сегодня затрагивают Кавказ, имеют непосредственное отношение к Абхазии и безопасности населения. Он имеет в виду, в частности, то, что происходит сейчас между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Да, посол Соединенных Штатов Америки в Турции предложил Армении и Азербайджану для решения их многолетнего спора по поводу Зангезурского коридора. И Турция претендует на то, чтобы взять его под контроль для того, чтобы иметь прямое соединение с тюркским миром. То это соединяет Турцию со Средней Азией, с уйгурами, с Поволжьем. Это все тюркский мир, о котором давно мечтает турецкая элита, в том числе и нынешний президент турецкий, восстановление Великого Турана. Посол в Соединенных Штатах Америки предложил такой выход, что давайте Соединенные Штаты Америки возьмут в аренду этот коридор и обеспечат для всех благоденствие и пользование этим для процветания и прочее, прочее. А вот буквально вчера или позавчера уже состоялась трехсторонняя встреча Азербайджана, Армении и представители Соединенных Штатов Америки, где они этот коридор уже назвали коридором Трампа, и уже, значит, договорились о том, что Соединенные Штаты Америки возьмут его, а это не просто первый путь к восстановлению этого Великого Турана. Если это произойдет, это опять начнет будоражить весь Северный Кавказ, потому что задача ведь не просто, это задача, мы говорим о задачах Турции, но а еще есть и задача Соединенных Штатов Америки и всего западного мира по тому, чтобы создавать проблему России со всех сторон. И поджимание России со стороны Южного Кавказа – это серьезный удар по интересам России. Но это непосредственно нас касается, потому что когда это здесь начнет возбуждать исламский экстремизм на Северном Кавказе, можно ожидать, к нам уже, мы видим, что там Адлер, это уже обстреливают эти беспилотники. Мы увидели, что в Сухумском аэропорту задержали уже диверсантов, и никто не гарантировал, что это не будет иметь дальнейшие последствия. Поэтому глава партии «Единая Абхазия» Алхаз Барзани уверен, что будущее Абхазии напрямую зависит от успеха в России. Сохраниться как народ, сохранить наш суверенитет. И в этом я вижу только один путь. Это путь сближения с нашим стратегическим союзником Российской Федерацией. Что будет с Россией, то будет и с нами. Не постесняюсь этой фразы, если честно. Сегодня наша судьба решается на территории специальной военной операции. И те наши ребята, которые держат достойно наш флаг, представляют. И для мирового сообщества мы все русские. Вот из этого сегодня мы должны исходить. А по мнению политолога Беслана Камки, все международные проблемы исходят из внутригосударственных. И у Абхазии есть шанс, объединившись вокруг идей и традиций, стать примером всему миру и через разрешение внутреннего конфликта повлиять на глобальные процессы. Мы можем это сделать. У нас есть такой код, социальный код, который позволяет снять противоречия между публичным и частным интересом, между традицией и инновацией. Это наш герб отражает вот эти ценности. В гербе, национальном гербе, государственном гербе Абхазии снимается противоречие между частным и публичным интересом. Если мы вспомним, откуда этот сюжет взят, который отражен в гербе, этот сюжет, который означает, что индивид, тот, который взялся спасать, скажем, тоже своих братьев, можем это сказать и народ, да, он это делает необычным способом. А каким это способом? А вот достает энергию из космоса. А что это означает? Это означает, во-первых, что индивид свободен в нашем обществе, в традиционном нашем обществе допускается свобода, но она допускается ради служения публичного блага. Полную версию репортажа смотрите после выпуска новостей, а видеоотчет с круглого стола смотрите в нашем эфире в ближайшие дни.
Стратегическая сессия «Абхазия-Россия. Молодежное сотрудничество» стартовала в Доме Москвы в Сухуме. Встреча началась с совещания представителей ведущих российских молодежных организаций Госкомитета Абхазии. Начальник отдела работы с молодежью Беслан Аршба подчеркнул значимость мероприятия. Участники обсудили текущее сотрудничество и наметили планы на будущее. Программа включает панельные дискуссии, презентации проектов, посвященных международной молодежной политике и развитию сотрудничества. Среди участников Роспатриоцентр и Российское движение детей и молодежи. Накануне проблемы сохранения и развития абхазского языка обсудили в Общественной палате. На заседании комиссии по развитию госязыка отметили снижение использования абхазского языка в официальной сфере. Комиссия предложила ряд мер по решению проблемы. Видеоотчет заседания смотрите в нашем вечернем эфире. Делегация Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации во главе с Бастаку Аграба 23 июля приняла участие в Дне культуры народов Абаза в Черкесске. Организованы выставки ремесленников, конкурсы чтецов и национальных костюмов, дегустация традиционных блюд, а также вечерний концерт с участием творческих коллективов Абхазии, Карачаево-Черкесии. В Госкомитете по репатриации состоялась встреча руководства с участниками этнокультурного фестиваля кавказских народов, организованного Федерацией кавказских культурных центров и запланированного в Дюдже Турецкой Республики со 2 по 10 августа. Программой лагеря предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение родного языка, популяризацию традиционных морально-этических ценностей национальной музыки. Центральная избирательная комиссия сообщает, что 26 июля 2025 года будет проводиться голосование по повторным выборам депутата Народного собрания парламента по избирательному округу номер 26 Дранский. Также Центр избиркома обращается к гражданам, имеющим прописку на территории Дранского избирательного округа номер 26, принять участие в голосовании, которое будет проводиться с 8 утра до 20:00 вечера 26 июля. Печальная весть: ушла из жизни супруга известного абхазского и британского ученого-кавказоведа, члена Британской академии наук, почетного члена Академии наук Абхазии Джорджа Хьюита Заира Хиба Хьюит. Президент Бадра Гунба выразил соболезнования известному британскому ученому-кавказоведу Джорджу Хьюиту в связи с кончиной супруги Заиры Хиба Хьюит. С глубоким прискорбием узнала о постигшем вас горе. Ваша семья внесла значительный вклад в поддержку Абхазии за рубежом, в продвижение достижений ее науки и культуры. Во всех этих делах Заира Хиба Хьюит была вашим преданным соратником. Светлая память этому замечательному человеку. Мы скорбим вместе с вами, выражаем поддержку в этот трудный для вашей семьи период, говорится в письме соболезнования. Ректор АГУ, академик Олег Угварами, направил соболезнования ученому, лингвисту, кавказоведу, доктору филологических наук, почетному академику Академии наук Абхазии, почетному профессору Абхазского государственного университета, кавалеру ордена Ахдзябша второй степени Джорджу Хьюиту в связи с кончиной его супруги Заиры Хиба. В соболезновании ректора, в частности, отмечается: «Дорогой Джордж Хьюит, с глубокой скорбью узнали о кончине вашей супруги Заиры Хиба, выдающегося лингвиста, талантливого переводчика и прекрасного человека. Заира оставила яркий след в науке, культуре и сердцах всех, кто ее знал. Ее преданность родному языку, любовь к Абхазии и неустанный труд вдохновляли многих. Она была не только блестящим ученым, но и мудрой, доброй женщиной, воспитывавшей замечательных детей. Вся Абхазия помнит и любит ее. Ее уход – невосполнимая потеря для всех нас в эти тяжелые дни. Желаем вам, вашей семье и близким сил, терпения и мужества».
Продолжаем выпуск. Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага, прошел накануне на площади у Абхазского драмтеатра. Президент Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага. Творческие коллективы республики и артисты абхазской эстрады подготовили большую праздничную программу. Подробности в репортаже Алисы Адлейба. Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага, прошел на площади у Абхазского драмтеатра. Около сотни человек собрались вокруг большой сцены, освещенной светом прожекторов. Мероприятие началось с исполнения гимна Республики Абхазия. Затем с поздравлением к гражданам страны обратился президент Бадра Гунба, отметив значимость одного из главных государственных символов. Еще доставалось ахункара бирак амш. Пхангом заевехба абсынра кырстас корыц хоп хажлар зыхан. Зкейши пшини фивешук сырзы Владислав Ардзин бадапкарзитоз ири хадзо совет ишук ныргой хункара айты шукургылара ядырго бирак. Абсныржлар рзы бирак ичеду атакду аму. Яна пшой зкешек сыз хацо хторы хажлар. Хмилат хачра хажлар ракзара. Иха бирак ахашруй ихепшему ханткара. Абирак амша назгах точды да чыздыги дахгвала харшой. Ханткара символика рафтар, жлар целаша, асахатыхы Валерий Гамгия. На сцене перед зрителями и гостями столицы Абхазии выступили вокальные и хореографические ансамбли, артисты абхазской эстрады Алхаз Ферзба, ансамбль Варада, Валерия Перцхели, Анатолий Алтейба и многие другие. Государственный флаг и герб Республики Абхазия были утверждены 23 июля 1992 года. Их автором стал художник Валерий Гамгия. В основе флага древний символ Абхазского царства. Эскиз был разработан под руководством парламентской комиссии и утвержден первым президентом республики Владиславом Ардзинба. Об этой исторической повестке также рассказал ведущий концерта, чтобы все гости столицы понимали важность события. Алиса Адлейба, Сысрыхуа Гухава, Абаза ТВ. Накануне активисты Абхазского отделения волонтерской роты собрались на площади Сергея Багапа, чтобы торжественно развернуть абхазский флаг в честь Дня национальной символики Республики Абхазия. Этот день имеет особое значение для нашего народа. Он символизирует единство, гордость и историческое наследие, уверены молодые люди. Активисты Абхазского отделения волонтерской роты собрались на площади имени Сергея Багапа, чтобы торжественно развернуть абхазский флаг в честь Дня национальной символики Республики Абхазия. Этот день имеет особое значение для нашего народа. Он символизирует единство, гордость и историческое наследие. День символики – это не просто праздник, это напоминание о нашем культурном наследии, о тех ценностях, которые объединяют нас в единое целое, как нацию. Флаг, который мы подняли сегодня, является символом нашей независимости и стремления к свободе. Он олицетворяет все те усилия и жертвы, которые были принесены ради защиты нашей земли и нашей Родины. Праздник! Днем государственной символики Республики Абхазия. Желаем вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах будет только мир и покой. И пусть в ваших сердцах будет гордость за свою родину, отечество, культуру и традиции.
Праздничный вечер, посвященный Дню государственного флага, прошел на площади Победы в Гагре, в которой принял участие премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба. Перед началом концертной программы глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш поздравил жителей Гагрского района и народ Абхазии с Днем государственного флага. Творческие коллективы, ансамбли и артисты абхазской эстрады подготовили разнообразную программу, которая порадовала как жителей, так и гостей курорта. Делегация Псковской области прибыла в Абхазию. Вице-премьер Джансух Нанба принял делегацию Псковской области, возглавляемую министром экономического развития области Андреем Михеевым. Приветствуя гостей, Нанба отметил, что эта встреча проходит в преддверии приезда в Абхазию губернатора Псковской области. Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев отметил, что в Псковской области заинтересованы в том, чтобы наладить сотрудничество с Абхазией по широкому спектру направлений. Приветствовать в Абхазии делегацию из Псковской области. Мы искренне надеемся и уверены в том, что очень много вопросов, которые для нас с вами будут интересны, взаимно интересны. Мы знаем, что Псковская область, несмотря на то, что находится достаточно далеко от нас, но обладает рядом особенностей, которые выделяют вас, так скажем, среди всех остальных субъектов. В частности, если мне не изменяет память, да, вы один из двух субъектов Российской Федерации, который граничит аж с 3 иностранными государствами. Я думаю, что обмен опытом, реализация, разработка совместных проектов – это то, чем мы с вами займемся. Наша встреча проходит с вами в преддверии приезда губернатора Псковской области. Встреча будет проведена на самом высшем уровне с руководством Республики Абхазия, с президентом, с премьер-министром. Поэтому добро пожаловать. Мы подготовили ряд предложений, которые хотели бы сегодня обсудить, включая вопросы экономического сотрудничества, культурного, гуманитарного, вопросы развития транспорта и так далее. Уверены абсолютно, что мы действительно сможем найти точки соприкосновения и, собственно, к встрече уже нашего руководства с руководством республикой мы сможем предложить конкретные проекты для обсуждения, которые мы положим для начала, уверенно, плодотворного, только начинающегося, но долгосрочного сотрудничества. Еще раз вам спасибо большое за прием. Постоянный мониторинг в сфере потребления электроэнергии в Сухуме. Возобновлена работа оперштаба по борьбе с майнингом. В администрации города Сухум прошло совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Новым председателем штаба по распоряжению главы столичной администрации назначен заместитель мэра Инал Авицба. На совещании с участием глав управ микрорайонов столицы, представителей УВД, СУЭС, Черноморэнерго, а также столичной прокуратуры. И мы должны по максимуму мониторить ситуацию в городе. Для этого необходимо активное взаимодействие всех служб, подчеркнул Инал Авицба. Также особое внимание штаб будет уделять фактам незаконного трехфазного подключения к сетям. 13 аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Ачимчирском районе. 22 июля оперативные сотрудники ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Ачимчирскому району в ходе реализации оперативной информации осмотрели нежилое помещение, расположенное в селе Река Ачимчирского района, где обнаружили 13 аппаратов для добычи криптовалюты различных наименований, принадлежащих Гигичкори 2001 года рождения. На момент осмотра аппараты были незаконно подключены к электросетям. Оборудование для майнинга, запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия, было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. Начался перевод объектов Махадыр ГЭС к структуре Черноморэнерго. Организационные и технические вопросы передачи объектов в Гагрском районе обсудили на встрече с министром энергетики Баталом Мужба, сообщили в Минэнерго. Процесс проходит в рамках закона об энергетике, согласно которому с 2018 года все объекты энергоснабжения должны находиться на балансе единого оператора.
Уже в июле начнется передача с бытового функционала, пройдет инвентаризация сетей, подстанций и трансформаторов. Министр осмотрел состояние ГЭС, инфраструктуры, пообщался с жителями, выслушав жалобы на перебои с электричеством. Баталмушба пообещал поэтапную модернизацию электросетей. В Сухуми начали демонтаж незаконных рекламных конструкций. Ранее администрация столицы опубликовала предупреждение о том, что установка рекламных объектов может быть осуществлена только по согласованию с профильными службами мэрии. С использованием специализированной техники специалисты убрали 2 десятка конструкций. Смотрите материал пресс-службы администрации столицы. В Сухуми начали демонтаж незаконных рекламных конструкций. Ранее администрация столицы опубликовала предупреждение о том, что установка рекламных объектов может быть осуществлена только по согласованию с профильными службами мэрии. С использованием специализированной техники специалисты убрали 2 десятка конструкций. Мероприятия осуществлялись ранним утром. Сегодня, 24 июля, администрация города Сухум комиссионно с троллейбусным управлением и с отделом рекламы и организации праздников с раннего утра был организован рейд по демонтажу незаконно установленных щитов, баннеров, рекламных установок. В итоге рейдов было демонтировано 20 рекламных установок. Работа будет продолжаться еженедельно. Пользуясь случаем, хотим обратиться ко всем хозяевам и обладателям незаконных реклам, чтобы они в определенный срок демонтировали сами, либо обратились в профильную структуру администрации города для получения разрешительных документов. Администрация Сухума напоминает о том, что в соответствии с законом Республики Абхазия о рекламе для установки рекламных конструкций необходимо наличие разрешения администрации города Сухум, а при установке вывесок – согласование с отделом архитектуры макета вывески. Кроме того, при размещении рекламы на жилых многоквартирных домах необходимо согласие большинства собственников жилого дома и договор с собственником либо с лицом, обладающим правами на имущество. Запрещена установка рекламных конструкций на ограждениях зданий, строений, на дорожных, пешеходных и перильных ограждениях. С полной информацией о местах, в которых запрещена установка рекламных конструкций, можно ознакомиться на официальном сайте столичной мэрии. Администрация города будет проводить мониторинг рекламных конструкций и производить демонтаж незаконно установленных всех видов рекламных конструкций. Дом Москвы в Сухуми пополнил фонды библиотек Гагры Гудауты, передав им более 1000 новых книг. Эта акция – часть большой программы, по которой в 2025 году Абхазия получила 1104 книги на 1 миллион рублей, сообщил генеральный директор Дома Москвы в Сухуми Александр Бигвава. Акция состоялась при финансовой поддержке правительства Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы России. Люди и даты. 24 июля 1960 года родился Даур Начкебе, писатель, публицист. Во время Отечественной войны народа Абхазии был редактором русской службы Абхазского радио. В 1985-1998 работал в Союзе писателей Абхазии литературным консультантом, является ответственным секретарем комиссии по государственной премии имени Гулия. В разные годы работал редактором газеты «Айтайра», ОПД «Возрождение», министром образования Абхазии. С 2010 года директор Абхазского государственного издательства «Алашара». Даур Начкебе, член Союза писателей Абхазии, обучался на высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького. Публикуется в различных изданиях и альманахах. Рассказы и роман «Берег ночи» Начкебе переведены на многие языки. Международная абхазо-российская подводно-археологическая экспедиция вновь начала свою работу в Абхазии. Совместный проект ученых и исследователей из Абхазии и России нацелен на детальное подводное изучение Сухумской бухты, Гудаутской и Афонской акватории морского дна. В прошлом году в устье реки Баслата экспедиции удалось обнаружить древние сооружения на глубине около 2,5 метров. Подробности в репортаже Рады Чачава.
Раннее летнее утро. Жители и гости столицы неспешно собираются на берегу прозрачного, умиротворенного моря. Здесь же, в Сухумской бухте, группа ученых из международной абхазо-российской подводной археологической экспедиции приступает к изучению морского дна, на котором ранее были обнаружены фрагменты древних сооружений, предположительно позднеантичного или средневекового периода. Изучаем достаточно интересный объект. Он находится возле устья реки Беследка, Басла. Это затопленные сооружения. Как мы предполагаем, они могут относиться к античному или средневековому периоду. Глубина объектов, которые вот находятся в море позади меня, они располагаются на глубине порядка 2,5 метров. Это остатки оборонительной башни и стены, то есть каменная кладка на известковом растворе. Работа экспедиции под совместным руководством Виктора Лебединского и директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопо продолжается вот уж несколько лет кряду. За минувшие годы удалось наработать большое количество материала, создать подводную карту местности и полноценные 3D-модели. Но, как отметил Виктор Лебединский, из-за взвеси песка и ила в воде исследования значительно усложняются. Проблема работы именно в этом месте, да и, в общем-то, вообще по побережью, это прозрачность воды. Потому что, как вы видите, слева от нас устье реки Басла, как я уже говорил, и она выносит достаточно много взвеси. Кроме того, дно здесь илистое, песчаное, с местами выходов глины. И, соответственно, при самом небольшом даже волнении видимость, в общем-то, стремится к нулю. Члены экспедиции начинают работу в самый ранний час, в 6 утра, и исследуют дно Черного моря по нескольким направлениям. Кроме того, одновременно вот вторая команда наша занимается сканированием морского дна в бухте. Современные приборы позволяют, в общем-то, достаточно подробно, четко получить изображение морского дна, четкие изображения морского дна и идентифицировать на морском дне различные объекты. То есть вплоть до, в общем-то, можно до нескольких сантиметров объект на морском дне увидеть. Соответственно, проходя вот как бы галсами, да, мы постепенно собираем мозаику вот тех данных, которые получает наш прибор, и составляем общую карту морского дна. Трепетная мечта большинства историков и археологов – мифическая и прекрасная Диоскурия. Древний город, предположительно ушедший частично под воду, согласно существующим теориям, располагался там же, где и столица Абхазии ныне. Найти следы навсегда утерянной цивилизации – в том числе одна из целей экспедиции. Традиционно считается, что именно вот в этом месте где-то, пока это еще дискуссионный вопрос, находилась древняя Диоскурия. И, в общем-то, большинство, считаю, ученых, которые работают здесь на побережье, естественно, хотели бы знать, где она точно находилась. Вот, поэтому, собственно, мы тщательно изучаем морское дно, потому что, может быть, какая-то ее часть находилась на морском дне. Устье реки Басла, впадающей в Черное море, богато на удивительные, захватывающие дух находки. Так, еще в прошлом столетии на этом месте была обнаружена античная стела. Этот факт был упомянут в фильме «Время счастливых находок», снятом в СССР по мотивам рассказов Искандера. Врешь! Честное слово! Здесь же, в этом районе, была в свое время, несколько десятилетий назад, найдена уникальная стела 5 века до нашей эры, мраморная надгробная стела, которая как раз, вероятнее всего, относится к Диоскурии. Она сейчас находится, экспонируется в Абхазском государственном музее. В принципе, все, кто хочет, может посмотреть этот уникальный, можно сказать, уникальный предмет. Поэтому
собственно, вот нас наиболее заинтересовал именно этот район. Совместная абхазо-российская международная подводно-археологическая экспедиция проводится не только в Сухумской бухте, но и в районе Гудауты и Нового Афона. Абхазские специалисты, Аркадий Иванович Джопов, вот директор Абхазского государственного музея, он с нами работает. И, естественно, как бы это достаточно интересное и плодотворное сотрудничество. Вот. Мы работаем не только в Сухумской бухте, мы проводим работы также в районе Гудауты, Нового Афона. Там достаточно часто в сети рыбаков попадаются амфоры. Вот. В частности, что нас больше всего привлекло, это подъем в начале нулевых годов со дна напротив, на траверзе Гудауты с глубины 48 метров амфоры, относящиеся к 5-4 веку до нашей эры. И самое ценное, что эта амфора была поднята рыбаками, извлечена из трала и зафиксирована была где и на какой глубине она была поднята. То есть это дало нам, скажем так, установку, где, может быть, находится затонувшее судно. Исследования будут продолжаться примерно до середины августа. И, как отметил Виктор Лебединский, вероятно, продолжатся и в следующем году. Мой коллега погружается для того, чтобы сделать план, то есть зафиксировать эти объекты на морском дне и взять образцы вот этого раствора для того, чтобы можно было более точно датировать этот объект. Кроме того, мы попытаемся обнаружить керамику, потому что керамика хороший датирующий материал. Здесь необходимо провести раскопки, но условия очень затруднительные. Вот сейчас мы планируем и надеюсь, что, может быть, в следующем году мы начнем хотя бы здесь шурфовку в этом районе, чтобы уйти в нижние слои. Помимо останков древних сооружений, предположительно башни, на морском дне ученым удалось обнаружить еще множество по-настоящему интересных находок. Вот, как я уже говорил, остатки башни и стены – это не единственный объект. Рядом находятся еще достаточно большие глыбы вот этого же сооружения, отколотые в результате штормов. В прошлом году мы зафиксировали выходы кладки, которая отстоит от основных сооружений еще порядка на 100-110 метров. То есть это говорит о том, что, возможно, то, что мы видим, это только часть, а под песком, под грунтом есть еще сооружения. Коллега Виктора Лебединского, старший научный сотрудник Института перспективных исследований Севастопольского госуниверситета Василий Петровский, погрузился под воду примерно в 8 часов утра и спустя не менее получаса резюмировал. Видимость сегодня, к сожалению, подвела. Сегодня видимость очень плохая. Вот. Порядка 30, наверное, сантиметров. То есть от моих глаз я вижу только вдаль на 30 сантиметров. Вот. Поэтому серьезной работы при такой видимости нет. Мы сюда каждый день выезжаем, смотрим, как только видимость улучшается. Снимаем это все. Попробуем выявить структуру кладки этой башни. Ну, или оборонительной стены. Мы пока не знаем, что это такое. По форме напоминает башню. Вот. И структуру кладки постараемся сравнить уже с найденными на берегу аналогичными строениями, постройками. И примерно по кладке будем знать, к какому периоду хотя бы это относится. Ну а там уже дальнейшие раскопки, конечно, расчищать, углубляться, делать шурфы. Однако исследователи не унывают. Работы сегодня обязательно продолжатся. Мы предварительно эту акваторию проходим на лодочке с помощью гидролокатора бокового обзора. Он нам показывает некие объекты на дне. Вот. Но это акустический сигнал, он дает, что там объект есть. То есть дальше нужны глаза водолаза, который уже посмотрит сам, что это такое. Таких объектов у нас много. Так как видимость здесь плохая, мы переключаемся на те объекты. Предварительно осмотреть, что это, ну, поймем. Ну, то есть современный мусор или, может, что-то там древнее. Международная абхазо-российская экспедиция организована Институтом востоковедения Российской академии наук, Севастопольским государственным университетом и Абхазским государственным музеем. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. Национальный банк Абхазии выпустил памятную монету «Флаги Абхазии». Аверс украшает надпись с указанием номинала и эмитента. Слева размещены дата выпуска и изображение государственного герба Республики Абхазия, сообщили в банке. На реверсе изображен конный абхазский лучник, посылающий стрелу к звездам. Отсылка к нардскому эпосу и гербу Абхазии. Тираж монеты 100 штук, номинал 100 абсаров.
Росдрам поедет на гастроли в Москву. Театр из Абхазии покажет в российской столице 5 спектаклей. На сцене Малого театра 1 декабря сыграют «Пастуха Махаза», 2 декабря «Отцов и детей», 3 декабря «100 лет одиночества». В театре на Страстном 4 декабря Росдрам покажет сразу 2 спектакля, последний из ушедших и «Земляника». Первый международный гастрофестиваль, привлекший более 40 участников из Абхазии и Краснодарского края, торжественно открылся в Пицунде. Мероприятие собрало множество производителей, представивших богатый ассортимент продукции. Гостям и жителям города предлагаются экологически чистые продукты, выпечка, разнообразные напитки, цветы, картины, а также сувениры и изделия ручной работы из дерева и гипса. Фестиваль, приуроченный ко Дню города, продлится до 25 июля, предоставляя уникальную возможность для всех ознакомиться с культурными и кулинарными традициями региона. А в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 25 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. Из-за перепадов температуры воздуха местами возможен кратковременный слабый дождь. Сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33. Температура морской воды плюс 27. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.